Алматы тауыстық жердештер, Алматы болғандар, Алматы мекендештер. Біріншіден, мен жыруй адвокат емеспін. Мен бұл проектте интерес жоқ. Маған президент біз үкіметтің беру интерес бар. Бұл мемлекеттік интерес. И Алматы мекендештер, рұқсат етсеңіздер, мен ресми тілде айтып қояйын. Уважаемые друзья, я посмотрел сейчас видео, те нарушения, которые выявили, и хочу сказать спасибо комиссиям, которые работали, изучали ту ситуацию, которая есть на месторождении Джыры. Сейчас стоит задача максимально реализовать этот проект правильно. Вы знаете, 6 января я был на фабрике, я был на объекте, я был на хвостохранилище. И 6 числа мы дали поручение компании пригласить международную независимую компанию, чтобы она изучила состояние мембраны, состояние хвостохранилища. 20 января приехала компания с Sonar Group, Sensor Group, да. Они изучили, они нашли нарушения. Они нашли нарушения мембраны целостности. Они небольшие, там буквально от миллиметров до нескольких сантиметров, но они были, и поэтому те вопросы, которые вы поднимали, они были правильные. Сейчас эти нарушения устранены, все дырки заклеены, но при этом я хочу вам сказать, что мы договорились с компанией, и они положат дополнительный слой мембраны на хвостохранилище. Безопасность хвостохранилища будет обеспечена. Единственное, я вас прошу понять, и потребуется дополнительное время для того, чтобы этот слой был, положен. Если вы нас поддержите, то этот период пока будет складироваться на целостных участках, потом, когда положится дополнительный слой, все хвосты будут перенесены и складированы там. Что касается технологии сухого складирования хвостов, я проехал практически по всем месторождениям полезных ископаемых, которые у нас разрабатываются, побывал на всех фабриках, изучил технологии. Значит, и посмотрел международный опыт, мировой опыт, перед тем, как приехать к вам, перед тем, как изучать материалы, которые дает нам Джыры на экспертизу. Значит, технология сухого хвоста, она предусматривает наличие небольшой влаги. То есть меньше 20% это считается сухое складирование. Я был на Бузумчаке и лично брал в руки этот хвост, который остается, который вот, значит, с этой технологией появляется. Там нет таких серьезных остатков, которые угрожают безопасности жизни. Я ходил без маски, ходил на этом хвосте, смотрел. Но безопасность хвоста, она будет обеспечена. То есть дополнительные слои здесь мы положим, и рисков в этой части не будет. Что касается вопросов, как получалась лицензия, какие суммы оплачивали и так далее, ну, вы знаете, что это происходило все там, начиная с 2000-х годов, 2015 и так далее. С этим разбираются правоохранительные органы. Они в этом ключе работают. Но у нас правовое государство, в Алматы мекендештери. У нас есть преемственность. Если компания получила разрешение на работу, если она вложила инвестиции, если она работает, мы не можем выгнать инвестора. Тогда к нам ни один инвестор больше не придет. Как нам развивать экономику? Но то, что было сделано до этого, вы знаете, если мы будем идти таким путем, ни один инвестор не придет. Но на будущее, в Таласской области есть еще месторождение Талдыбула, есть Андаш. В этих месторождениях при случае их разработки обязательно будет государственная доля.
Вы знаете, что президент наш уважаемый подписал указ о реформировании горнодобывающего сектора. В этом указе предусматривается несколько ключевых направлений. Первое. До июля месяца будет разработан единый горный кодекс, который будет предусматривать все нормативные требования в разработке полезных ископаемых. Второе. В разработке крупных проектов и тех, которые мы сможем осуществлять за собственный счет, будет работать стопроцентная государственная компания. И третий момент. Во всех будущих проектах в горнорудной области обязательно будет государственная доля. Что касается вопросов, которые поднимала комиссия, и вот по воде, то, что здесь было показано, в течение следующей недели будут направлены все необходимые специалисты на месторождение Джуруй, экологи, МЧС, санитарные службы. Мы полностью проверим по качеству воды, по состоянию, по эрозии ветров дополнительно, то, что сейчас было озвучено. Эти все заключения мы дадим вам. То есть никто ничего скрывать не собирается и не будет. Мы всем обещали, что мы будем работать открыто, и мы будем это делать. Поэтому в течение следующей недели мы разберемся по этим вопросам. Артем Миллионов, на эти вопросы ответят экологи, экоинспекция. Вы свое так отвечаете. Я о чем хотел попросить и сказать. Месторождение Джуруй – это очень крупный объект в Алмазской области. Он вносит очень большой вклад, и в том числе в развитие экономики. Пока фабрика не запущена, они платят почти 900 миллионов сомов налогов в доход бюджета. С момента запуска фабрики объем отчислений в бюджет увеличится до 4 миллиардов. 4 миллиарда сомов – это те деньги, которые будут получать наши пенсионеры, наши учителя, наши врачи. Это зарплата, это реализация проектов инфраструктуры. Более того, на сегодняшний день, вот я внимательно слушал, если надо ответить по экологии, я отвечу на это. Но если мне дадите время, я сейчас по бюджету скажу. 4 миллиарда будет приносить доход бюджета Джуруй в случае запуска фабрики. 1000 рабочих мест будет создано. Если фабрика остановится, если проект не заработает, мы все окажемся с вами в минусе. Наши граждане не будут работать, доходы не будут поступать в бюджет. Да, вопросы экологии – это принципиальные вопросы. И они будут решены, это я вам гарантирую в этой части. Вот. Поэтому я хотел вас попросить, давайте дадим возможность компании доработать. Пусть они работают, но все замечания, которые у нас есть, мы будем устранять. Экологи, вот я сказал, в течение следующей недели мы пройдем большую комплексную проверку. Если мы сейчас остановим месторождение, мы потеряем доходы бюджета. Многие наши граждане останутся без работы. Это очень важный вопрос в этой части. Да, пожалуйста, давайте, если надо, я отвечу на вопрос.